Всем привет! С вами адвокат Таир Насханов. Я специализируюсь на защите бизнеса. Сегодня мы поговорим о значимости предварительного слушания в суде. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой YouTube-канал. На практике по одному из уголовных дел я 2 раза добивался возвращения дела с предварительного слушания. Причем следствие осуществляла Генеральная прокуратура. Но дело было настолько плохо расследовано, а нарушения такими очевидными, что судьи не могли решиться перейти к главному судебному разбирательству. В итоге, после 2-го возвращения дело было прекращено. Вообще, согласно статье 321 УПК, предварительное слушание обязательно проводится по делам об особо тяжких преступлениях, а по другим делам оно проводится для принятия решения о направлении дела по подсудности, либо по направлению дела прокурору, либо о прекращении дела, либо о приостановлении производства по делу, либо о соединении, выделении уголовного дела, а также для рассмотрения ходатайств сторон. Значимость предварительного слушания для стороны защиты еще и в том, что судья получает дело с обвинительным актом. У него может быть сформировано мнение, что подсудимый виновен. У нас ведь, несмотря на требования статьи 24 УПК о полноте, объективности, всесторонности, следователь все равно собирает доказательства, обвиняющие человека в совершении преступлений. Защитник, как сказано ранее, на этой стадии может заявить различные ходатайства, в том числе о прекращении дела за отсутствием состава преступления, привести свои доводы. Конечно, в реальной жизни на этой стадии никакой судья в здравом уме не прекратит его, но данные доводы могут поколебать его уверенность в виновности клиента. Итак, теперь вы знаете о значимости предварительного слушания в суде. С вами был адвокат Таир Насханов, и я специализируюсь на защите бизнеса. Если будут вопросы по теме, пишите в комментариях, по возможности буду отвечать. Увидимся в следующем видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube канал.